Сейчас здесь не слышны голоса детей, но все изменится уже через несколько дней. Рады будут одинаково и ученики, и их преподаватели. Здесь подходит к концу капитальный ремонт, благодаря которому общеобразовательное учреждение полностью преобразилось. Рабочие уже успели заменить крышу и поменять окна. Работы уже на 3 этажах завершены. Сейчас идут последние покрасочные работы на 1 этаже. Электрику полностью закончили. Пожарную сигнализацию полностью закончили, всю слаботочку закончили, вентиляцию закончили. Сейчас идут на 3 этажах, как я сказал, устранение некоторых недоделок, расстановка мебели, уборка, вот такие вот работы. А вот на 1 этаже буквально в течение этой недели мы тоже полностью завершим. Здесь осталось покрасить стены. Стены сами под покраску уже подготовлены. Работами занимается строительная компания «Элитстрой». Площадь гимназии около 6000 квадратных метров. 4-этажное здание состоит из 3 блоков. Капитальный ремонт здесь проводят впервые с 1998 года. От старого здания остались разве что стены. А вот актовый зал теперь практически не узнать. Он претерпел серьезные изменения. Напольное покрытие полностью поменяли, основания приподняли. В общем, к творческим идеям и выступлениям здесь почти готовы. Здание 1992 года постройки. Ежегодно здесь обучается порядка 1000 детей. К примеру, зимой образовательный процесс усложнялся тем, что в помещениях было холодно, учащиеся замерзали, а деревянные окна только усугубляли ситуацию. Ко всему прочему, в дождливую погоду протекала кровля, и таких проблем было немало. Все постарело, все обветшало уже, надо было обновить, освежить все, отремонтировать, особенно кровлю. Оконные блоки вот эти вот в плане тепла, значит, намного теплее, когда окна заменили сейчас, утеплитель, крышу утеплили сейчас. Ну, все нормально, вроде по плану все идет. Я думаю, к 1 сентября успеем закончить. Условиям образования огромное внимание уделяется и главой республики. Махмуд Али Калиматов держит на постоянном контроле ход строительства новых и капитальный ремонт уже имеющихся образовательных учреждений. В свою очередь строители обещают не подвести и сдать объект в эксплуатацию к началу учебного года. Здесь было очень плохо с вентиляцией, но мы эти все недоделки полностью устранили. Подвесные потолки полностью сделаны, освещение полностью, как вы видите, на всех этажах уже сделано. Капремонт в гимназии, как и в 5 других общеобразовательных учреждениях, проводится благодаря реализации в республике программы «Модернизация школьных систем образования». Сегодня гимназия – это учебное заведение с историей в 25 лет. За эти годы она выпустила лучших сынов и дочерей республики. Ну а сегодня давать знания в обновленных условиях будет куда легче. Хавагиева, Али Зязиков, Асхаб Хидриев, Магаз 24.